Бессмертный полк покоряет горные вершины. В Северной Осетии стартовала акция, приуроченная к 79-й годовщине начала битвы за Кавказ. Среди участников представители органов исполнительной власти, общественники и студенты. Им удалось подняться на высоту в 3 с лишним километра над уровнем моря. Все для того, чтобы разместить на пике Алания портреты героев Советского Союза, выходцев из Северной и Южной Осетии. Место выбрано не случайно. Именно там проходит граница между Россией и Южной Осетией. На высоту поднялась и наша съемочная группа. Давид Бурнацев с подробностями. Главная задача альпинистов – разместить на пике Алания портреты героев Советского Союза, выходцев из Северной и Южной Осетии. С напутственными словами к участникам обратился в Рио глава республики Сергей Миняйлов. Цена победы очень большая. Если проехать по нашей республике, мы можем увидеть очень много и мемориалов, и просто захоронений и могил наших с вами отцов, дедов и прадедов. Цена победы очень большая. Поэтому я хочу высказать слова благодарности организаторам акции. Вы завтра водрузите те святые для нас символы на пике Алании. Да, восхождение у вас будет непростое, но мы с вами потомки поколения победителей. Поэтому я думаю, что все трудности мы с вами преодолеем. И слова благодарности всем. Почему? Потому что наша с вами задача сохранить память о наших героических дедах, прадедах и отцах. Это самое главное. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных организаций, силовых и правоохранительных структур республики, воспитанники военно-патриотического движения «Юнармия», студенты и представители общественности. Очень отрадно, что в память об этой дате и уже готовясь к старту следующего года, 80-летия начала этой битвы, организована эта акция восхождения на пик Алания, главного Кавказского хребта, по вершине которой проходит граница между Россией и Южной Осетией. Вот задача была водрузить на этой вершине со стороны 2 Осетий знамя победы и знамя бессмертного полка России. Эта задача сегодня успешно выполнена. Эта задача сегодня успешно выполнена. В первый же день команда участников успешно адаптировалась к местности в базовом лагере селения Калак Алагирского района. А сейчас такой, именно больше азарт, чтобы все это подготовить, потому что у нас очень большая команда, так вот надо всю эту команду организовать и безопасно, главное, поднять на перевал и потом уже поднять на вершину. Что думаете о команде? Команда готова, да. Все дойдем. Все альпинисты опытные, с опытом восхождения в этом прошлом сезоне, так что команда готова. Экспедиции предстоит преодолеть маршрут 1Б категории сложности. Безопасность восхождения превыше всего. Ее обеспечивает Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд МЧС России, а материально-техническую поддержку оказывает командование 58-й армии Южного военного округа. Для того, чтобы подняться на высоту выше 3000 метров в данных условиях. Сейчас вы видите, у нас туман, близость снега, температуры близки к нулевым. Необходимо иметь с собой ветровлагозащитный костюм, перчатки, желательно иметь трекинговые палки, с ними удобно идти. Над головой у нас камнеподопасные участки, поэтому желательно иметь каски на голове. Вот. Ну и обувь на толстой подошве с хорошим протектором, чтобы она не скользила по данному виду рельефа. 28 человек, включая съемочную группу, поднялись на Кударский перевал, где встретились с участниками акции из Южной Осетии вместе с портретами своих родственников. Народ Республики Южная Осетия относится с большой памятью к тем событиям, которые произошли с 41-45 год, Великой Отечественной войны. Не случайно по численности населения Осетия занимает первое место среди героев Союза Советских Социалистических Республик. Президент Республики Южная Осетия, главнокомандующий вооруженными силами Республики Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов дал приказ подняться на вершину горы Алания и встретиться со своими братьями с Российской Федерации, с Осетией и вспомнить тех героев,
которые отдали свои жизни, которые воевали и защитили нашу великую страну, родную страну, Союз Советских Социалистических Республик. Никогда не забыто то, что сделали наши деды, наши бабушки, для того, чтобы мы сейчас поднимались и встречались с нашими братьями с Российской Федерации, с Осетией. Государственная граница Российской Федерации. Слева Северная Осетия, справа Южная. Мы добрались до перевала, но дальше на пик Алании мы не пойдем, так как нет у нас специального альпинистского разряда. Из-за неблагоприятных погодных условий две группы с севера и юга вынуждены были провести торжественный митинг на Кударском перевале. Две Осетии, один народ, вместе, пройдя сложный путь восхождения, почтили память героев той войны. Давид Бурнацев, Заурбек Адзаев, Новости Осетии.